У нас люди, зная о свободе мнения, знают свои права, но, к сожалению, совершенно не знают своих обязанностей. А незнание закона не освобождает от ответственности. По мнению казанского адвоката Этери Ильиной, отсутствие правовой грамотности населения – одна из причин, почему в России в последнее время начало расти количество уголовных дел по таким статьям, как терроризм или экстремизм в интернете. Но у нас очень мало социальной рекламы, и у нас очень много разъяснений законодательства. Поэтому законодательство, оно очень большое, но люди живут в правовом вакууме. Они никогда не открывают и не заглядывают, потому что им не приходит в голову, что то или иное действие является преступлением. Простите, я не знала, что это преступление. Экстремизм – это преступление. Мультфильм о 16-летнем Илье, которому дали 6 лет колонии за проявление экстремизма в соцсетях, оказался единственным образовательным роликом, что мы нашли на просторах Рунета. Разместил ролик в интернете Следственный комитет России по Алтайскому краю. Насколько он актуален, мы решили выяснить у казанских студентов. По статистике, подавляющее большинство осужденных в России за преступную активность в интернете – молодые люди от 14 до 22 лет. Всегда необходимо анализировать полученную информацию. Неважно, получили вы ее от каких-то знакомых или нашли сами на просторах интернета, потому что бездумное распространение чужих мыслей всегда влечет негативные последствия, прежде всего для вас. Так, например, в либеральной демократической Германии за разжигание ненависти и призывы к насилию предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет. И это включая социальные сети. По определению Большого российского энциклопедического словаря, экстремизм от латинского слова «экстремус» – «крайний» означает приверженность крайним взглядам и мерам, обычно в политике. За преступление экстремистской направленности в интернете максимальное наказание до 6 лет лишения свободы предусматривает 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно такое наказание грозит 23-летней Марии Матузной из Барнаула. В мае 2018 года она опубликовала на личной страничке ВКонтакте фотографию крестного хода казаков, а в качестве комментария известную фразу Гоголя. По мнению заявителей, картинка оскорбила чувства верующих. Следователи пошли дальше. В уголовном деле по ходу расследования появились и другие фотографии, сохраненные Матузной еще в 2015 году. Да, в интернете хранятся даже удаленные фотографии. В общем, администрация социальной сети предоставила следствию исчерпывающую информацию и о том, сколько раз девушка меняла никнейм на страничке, с каких IP-адресов и в какое время выходила в интернет, и какие номера сотовых телефонов были закреплены за страничкой. Сегодня слушала обвинительное заключение, что, имея преступный умысел, размещала картинки, имея умысел, чтобы оскорбить людей. Это полный бред. До 5 лет лишения свободы по части 2 статьи 280 УК РФ можно получить наказание за призывы к экстремизму. Этери Ильина в качестве примера приводит сообщение, что на днях получила от своей знакомой. Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдет в историю под названием «поколение подлецов». Пенсионная реформа фактически означает окончательное уничтожение системы социальных завоеваний, которые выстраивались поколениями, жившими в 20-м столетии. Я в этом сообщении усмотрела признаки вообще экстремизма, как признаки возбуждения социальной розни. Дело Ольги Заединовой самое громкое в Татарстане. Женщина стала известна после того, как попыталась отсудить у властей почти 3 миллиона рублей за принуждение ее сына к изучению татарского языка. А в итоге уже на нее саму завели уголовное дело об экстремистских высказываниях о татарах в соцсетях. Это мой ребенок, во-первых, выложил. Вот, это во-первых. Я уже извинилась. Все, кто стал фигурантами уголовных дел по этим статьям, еще до вынесения приговора автоматически попадают в перечень Росфинмониторинга, а все банковские счета тут же блокируются. Сейчас в перечне 8669 россиян. Примерно 150 из них – жители или уроженцы Татарстана. Примерно потому, как статистика по конкретным регионам не ведется в силу динамичности изменения данных. База обновляется как минимум раз в неделю, пояснили нам в Росфинмониторинге. Каково это оказаться в одном списке с реальными террористами из ИГИЛ, организации, запрещенной в России, поделился с подписчиками Сергей Флетчер. В 2014 году хабаровчанин разместил в интернете экстремистское видео против украинских беженцев, за что получил штраф в 65 тысяч рублей. Когда ты приходишь в банк, например, чтобы завести карточку, да, выпадает вот такая вот... Когда ты приходишь с паспортом, чтобы открыть счет, красный флажок загорается на экране монитора, и что человек находится в списке террористов и экстремистов. И вам не могут открыть даже этот счет. Чреват, я вам сразу могу сказать, работой,
Это точно совершенно. Везде сейчас, в более-менее серьезных фирмах, везде находится служба безопасности. Ну, стоит пробить только, вот и все. Я уж не говорю о судимости, которые есть. Даже погашенные. Вы кредит в банке не возьмете. У вас уже кредитной истории нет никакой. И вот еще один пример. У меня в руках трофейная кружка времен Великой Отечественной войны. Если бы ее хозяин решил продать и выставить, к примеру, на сайте бесплатных объявлений, то фотографии кружки пришлось бы немного заретушировать. Дело в том, что на дне кружки размещена фашистская свастика. И вот такая фотография без ретуши могла бы вызвать несколько вопросов у представителей компетентных органов. Дело в том, что демонстрация фашистской свастики в России запрещена. Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Где художественный замысел, а где чистой воды пропаганда или реабилитация фашизма? Нет. В поисках ответа на этот вопрос сломано немало копий и человеческих судеб. Смоленская журналистка Лина Данилевич была оштрафована на 1000 рублей за архивную фотографию ее родного двора. И только потому, что на ней изображена фашистская свастика. Кстати, фото успели перепостить 30 пользователей соцсети, и еще 140 поставили лайк. Если я выставляю свои фотографии, их и так достаточно много, да? То и что? И что тут особенно? Я что выставил? Что-то непотребное, что ли? Я хочу показать, вот, вы видите, мои родственники пострадали от нацистов. Ну и что, перепостили потом? Дальше что? Что здесь преступного-то? Я еще раз говорю, мы что, отрицаем оккупацию, что ли? Я бы мог рекомендовать, и даже рекомендую законодателю, очень четко взаимодействовать со специалистами в области науки и практики, решать эти вопросы. И в любом случае, когда иногда вытаскивают так называемые вопиющие случаи, я должен сказать, что иногда бывают и судебные, и следственные ошибки. И не хотелось бы, чтобы соблюдение законодательства об экстремизме еще больше стимулировало экстремистскую деятельность. У людей должно быть ощущение справедливости. О необходимости корректировки понятий, заложенных в статью об экстремизме, на недавней прямой линии с президентом России говорил писатель и депутат Госдумы Сергей Шургунов. До 15 сентября главе государства эксперты ОНФ и Генпрокуратуры должны были представить проект поправок к антиэкстремистскому закону. Елена Горбунчикова, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.